2-3 дня не бывает. Вот смотрите, на них какие. Видите, вот это что? Это укус, походу. Вот это укус. Шокирующие кадры. На теле маленькой Аиши нет живого места. Многочисленные раны, ожоги, ссадины и даже укусы. Искалечила ребенка родная тетя. Несмотря на сильные и ноющие боли, девочка улыбается медикам, ведь все самое худшее уже позади. В окружении врачей детской республиканской клинической больницы, кажется, немного забывает о том, сколько всего пришлось пережить. Поворачивайся спинкой, повернись. Айша, сок хатерзал? Шоколад посмотри отсюда, вот это рубцы все. Это За эту ночь сразу несколько врачей бились над тем, чтобы сохранить малышке руки. У девочки гангрена верхних конечностей. Аиша оказалась сильной не по годам. Операция по восстановлению кровоснабжения верхних конечностей прошла успешно. Девочка, как поясняют врачи, в стабильно тяжелом состоянии. Ей еще предстоит полный курс реабилитации и дальнейшее медицинское обследование. Операция была достаточно сложная, трехэтапная была операция. Тромб был в плечевой артерии. Хирурги выполнили все возможное на очень хорошем высоком уровне. Мы находились на постоянной телеконсультации с ведущим хирургом, травматологом страны. И также с самим Леонидом Михайловичем Рошалем. И, в принципе, их рекомендации были учтены. Все, что было сделано по всем правилам, по всем клиническим протоколам, стандартам, которые в данном случае выполняются при этой ситуации. На самом деле давность травмы уже, конечно же, не позволяла выполнить легко в один этап операцию, поэтому трижды удаляли тромб. Но сейчас кровоток частично восстановлен, циркуляция восстановлена, сейчас уже визуально рука лучше, конечно, и температура кожного покрова, и руки, конечно же, меньше отек. Да, есть положительная динамика. Со слов врачей, маленькую Аишу в больницу на жалобы в области рук привела тетя. После увиденной картины медперсонал сразу принял решение изолировать женщину от ребенка и незамедлительно начать оказание первой медицинской помощи. Как отмечает главный врач детской республиканской клинической больницы Магомед Башир Балаев, ребенок общительный и располагает к себе. Ребенок очень адекватный, добрый, он тянется к людям. И каждый раз, когда ты к нему приходишь, она с такой надеждой смотрит на тебя. И когда ты начинаешь общаться с ребенком, ты видишь, насколько ребенок любит жизнь, любит людей и насколько она привязана. Той же ночью в больницу прибыли и сотрудники Совета Безопасности. Следственный комитет и исследователи в Казани в рамках законов по всем статьям всевозможных я уже строго применить все находится под контролем. Глава республики Курсивы Личность женщины, той самой родной тети, которая и избила Аишу, уже установлена. Ею оказалась уроженка города Сунжа Макка Ганиева, или как ее окрестили, Кровавая Макка. Подозреваемая ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. По ее версии, девочка упала в яму. Но когда возник вопрос про ожоги, женщина придумала другую историю, что девочка якобы упала в кастрюлю с горячим борщом. В больницу Аишу женщина не отвела. Народными способами пыталась вылечить сломанные руки. Вот только как? Непонятно. Ситуацию обсуждает общественный совет города Сунжа. Все обеспокоены случившимся. Почему раньше, может быть, не заметили? Но видите, дело в том, что эта семья, она как бы пришлая. И в связи с тем, что у нас все семьи, которые у нас имеются, они всегда у нас имеются в списках по местной администрации и по городу. Эта семья, она как бы снимала жилье, и, конечно, мы не смогли уследить. На учете органы опеки и попечительства они у нас не состоят. То есть вы не знали ни об этой девочке? Нет, мы не знали ни об этой девочке, ни об этой семье. Никаких сведений. Но они, получается, малоимущие, да? Они не обращались? Не обращались. Как малоимущая семья, как, не знаю, неблагополучная семья. Не обращались, никакое заявление не поступало. На учете они у нас не состоят, ни по одной программе.
В этом небольшом съемном домике больше года и проживала Аиша вместе с тетей, ее мужем и двумя родными детьми Макки Ганиевой. Вопиющие случаи невиданной жестокости, побои, гематомы, отеки. Следы воспитания родной тети девочки, которая официально не являлась опекуном, просто не могли остаться незамеченными. Все происходило в этом неприметном доме, который для маленькой Аиши оказался домом ужасов и пыток. Впрочем, всю картину произошедшего должно восстановить следствие. Сейчас на двери замок, и если вина будет доказана, под таким же замком останутся и садисты. Для соседей случившееся стало новостью. Ничего подозрительного все это время они не замечали. Криков девочки никто не слышал. Нормально видите состояние? Да, да. Ну, это временами тащику машин, вот сидели, они там и мужики, и там какие-то голоса, и ее голос. Что, хули, как тебе сказать? Сун, аздер был или ее ушла? Нет, конечно. Конфликт, халхам, фандаться. Хейндалари, ебаргейна, издя. То есть ребенка обидно просто сидеть, а Америка лагова, измудахам халфлить, ахалхам дышу, на самом деле. За что расправлялась с 7-летним ребенком родная тетя, по отцу остается загадкой. Жестокие побои стали поводом для возбуждения уголовного дела. Следственной группе предстоит большая работа по установлению всех обстоятельств дела. После медицинского обследования будет известно, страдает ли женщина психическим расстройством. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. За совершение данного преступления предусмотрено наказание сроком до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительнице города Сунжи, которая доводится ей тетей по отцовской линии, и в семье которой ребенок проживал в городе Сунжи Республики Ингушетия. При производстве следственных действий по уголовному делу подозреваемая свою вину в совершении преступления не признала, отрицает свою причастность к его совершению, заявила, что ребенок пострадал в результате падения в яму. В настоящее время подозреваемая задержана по подозрению в совершении данного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Особо хочу отметить, что в ходе предварительного следствия планируется дать правовую оценку действиям лиц, которые незаконно распространили в соцсетях и мессенджерах видеозапись, на которой изображена потерпевшая. За незаконное распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность по части 3 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. Чуть позже в больнице объявилась биологическая мать Аиши Ажиговой. Как поясняет женщина, девочку у нее забрали. Тетя, да? Тетя, как известно, ранее была судимой, да? Тоже за телесные повреждения. Ребята. Расследование уголовного дела продолжается. Правовая оценка будет дана и действиям органов опеки и попечительства, а также родителям за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Избиение ребенка собственной тети наводит ужас и не оставляет равнодушными жителей республики. Все желают малышке одного – скорейшего выздоровления. Док атқыш мش أدرس مخن حمدر زين بيرد بقدر قصخنا حمد دك دال خلخت شي بيردوشن داشي دز ماشول تيجا وصلنا خا يقي خلوج غلغاش حتى بيت يقي خلوج في درجش داح دوزج ده قرقلونش يوخكش ده اسمه حماش لورديش ده سوق خاتش سوم تيشا يارت أحل إزبار ديتشو ودي خدات غلغاش تقير
Дальше иман чал волт гаргулчнях. Здя изму хамдя дожу сексун гатсен фдед цендал иман соуду акылт. Циги кал безен барса. Денул дожи ге таганы цо интернет ролик шкеже фотографиш кеже злурж марбех кашцу бартж доаш бархаж دوك ديلخ حتى تسندين لا برا حاجة أحت ما أسجي خدات ستي بعدين واسمه باللوجة اشت حتى شي بيزمي والكحوة قشتي قداشي موجش مارش ليلي وس. Учитывая вообще уклад и устои жизни, наши традиции, насколько у нас должны относиться с пониманием и добротой к старикам и детям, то на самом деле случай вопиющий, и до сегодняшнего дня мы вообще не пришли еще в себя. Я знаю многих людей, которые просто ночью даже не сомкнули глаз, переживая за эту девочку. И естественно, я осуждаю этот случай, эту ситуацию. И хотелось бы искренне, чтобы действительно человек получил наказание. Кто бы это ни был, тетя или просто посторонний человек. А девочке, конечно, желаем здоровья, чтобы она стала таким же полноценным ребенком, каким была. В таком маленьком теле так много силы, доброты и стойкости. Испытав на себе такие муки, малышка продолжает верить в добро и охотно тянется к людям. Мороженое, Сахаш. А ну тащите мороженое сюда, Айша. Ай, ничего. Я вот в этой кисе, да? О, моя девочка, моя хорошая. Да, и так нам, любимая. Зелимхан Калоев, Рина Тичоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.